Элеонора, скажи, пожалуйста, вот уже буквально второй месяц скоро будет, как твой отец, к сожалению, временно не с нами. Он находится сейчас в следственном изоляторе, как и многие другие наши соотечественники, к большому нашему сожалению. Но при всем этом сегодня у него день рождения. Сегодня светлый день. Мы от всей души, от чистого сердца поздравляем его, тебя, как дочку своего отца. Очень желаем и делаем дуа Всевышнему Аллаху, чтобы он тоже в скорейшее время освободился. Расскажи, пожалуйста, об этом дне. Какое значение вот для него он имел? Несмотря на обстоятельства, которые сложились в нашей семье, да, сегодня день рождения у самого доброго, у самого лучшего моего папы Эдема Бекирова. Из года в год для нас это очень большое событие, так как каждый год мы боремся за его жизнь. Несмотря на все его болезни, это наша большая победа, что каждый год он празднует день рождения с нами. Но в этом году первый раз мы празднуем день рождения без него и не с ним. Сегодня мы боремся не только за его жизнь, но и за его свободу. Проснулась сегодня вот утром, и знаете, это было не то утро, которое всегда есть 6 февраля. Обычно 6 февраля у нас проходит очень так празднично, да, папа, он как ребенок радуется всему подарку, независимо от, ну, там, сколько ему лет, да, сегодня ему 58. И каждое утро 6 февраля у нас проходило, знаете, так очень празднично, шарики, мы пекли торт, то есть утром нам приходили очень много гостей. Сегодня для меня черный день. Черный день, потому что рядом нет папы. Бабашки. Да, рядом нет его. Я не знаю. Конечно, я знаю, что он нас очень чувствует сейчас. Он знает, что мы мысленно с ним. Связи у нас так с 12 декабря нет с ним. То есть мы его видели только в зале суда. В зале суда, да. Последний раз это было в режиме скайпа. Да, то есть там тоже нам мы как бы не видели. Мы только адвокат фотографии нам скинул, то есть с зала заседания, и все. Конечно, очень хочется его услышать. Я знаю, что ему очень важна наша поддержка, да, чтобы он не переживал, что у нас все хорошо.